Абыйский улус посетила парламентская комиссия республики по расследованию срыва навигации на реке Эндигирка. Напомним, в результате обмеления водных путей в ряд северных районов не были доставлены необходимые грузы. В данное время на местах ожидается открытие автозимников. С подробностями наш корреспондент. Комиссия под руководством депутата Илтуман Виктора Губарева посетила места случайного отстоя на реке Эндигирка. Побеседовали с руководством и персоналом техучастка Белогорского речного порта, проверили организационные вопросы по перевозке грузов с случайного отстоя. Виктор Губарев отметил, что для того, чтобы ситуация не повторилась в следующих навигациях, нужна федеральная помощь по приобретению землеройной техники на барах рек. Поблагодарить дорожников, что они уже и лед промерз до толщины, и они уже готовы открыть зимник Дружинок и Бергене. Для вывоза груз с мест случайного отстоя в районе третью неделю работает бригада с управления автомобильных дорог. Если раньше автозимники открывались с середины декабря, то уже сейчас открылась дорога по маршруту Белая гора – Кабергене, куда срочно нужно доставить 300 тонн угля для котельной. На днях должны открыться дороги до случайных отстоев на 170-м километре реки Эндигирка. Сегодня примерно 56-57 сантиметров толщина льда, то есть вот эта вот толщина позволяет проезду самосвальной техники с общим весом с углем 20 тонн. То есть, значит, КАМАЗ или КРАС или Урал, значит, без прицепа сегодня уголь могут беспрепятственно возить. Срыв арктической навигации внесла немало сложностей в жизни северян. Но благодаря слаженной работе руководства страны, республики, района вовремя решаются жизненно важные вопросы. Ольга Голикова, Екатерина Соломова, НК Саха, Абыйский улус.